начале 90-х годов мы провели анализ биографических данных членов Академии. Оказалось, что из 30 первых членов Академии 7 оказались из Вилюйской группы районов. Это такие выдающиеся члены Академии, как Василий Николаевич Иванов, Егор Григорьевич Егоров, Андрей Дмитриевич Кириллин, Иван Афанасьевич Матвеев, Вадим Григорьевич Кривошапкин, Анатолий Игнатьевич Гоголев. Дмитрий Дмитриевич был ярким представителем яркой когорты ученых из Вилюйской группы районов. Увеличилась она выпускниками Верхневилюйской школы, во-первых, такими яркими личностями, как Юрий Михайлович Григорьев, Сергей Вячеславович Попов, Иван Егорович Егоров, и не относящиеся к этой математической школе такие выдающиеся люди, как Анатолий Афанасьевич Попов, Виктор Клавдевич Маршинцев, Андрей Иннокентьевич Матвеев. Но это некий такой природный феномен, что директором одного из первых институтов, которые перешли в Академию наук, явились научной основой Академии наук. Это был в некоторой степени смелый шаг, ответственный шаг перед коллективом, переход из системы сибирского отделения. Но Дмитрий Дмитриевич, он всегда принимал, как человек яркий, всегда принимал яркие, смелые решения. Перейдя в Академию наук и на протяжении всех последующих десятилетий, Дмитрий Дмитриевич всегда поддерживал идеи Василия Васильевича по развитию науки, образования. У Дмитрия Дмитриевича была такая способность быстро погружаться в работу. Он быстрым, решительным шагом вбегал, можно сказать, в кабинет рабочий, сразу садился за работу, погружался в работу и своим бисерным почерком начинал писать свои экологические опусы, литературные зарисовки. Он оставил, кроме своих основных фундаментальных работ, серию работ по замечательным людям республики. Здесь мы видим братья Сафроновы, Савиновы, Самсоновы, Часовские. И он был приверженцем идеи Алексея Кулаковского. И считал себя и является знатоком его как творчества, так и разделял его взгляды на развитие народа Саха. Внезапно исчезнуть и появиться с конфетами Рафаэла обычно, угощал сотрудников кабинета. Он всегда был щегольски одет, всегда очень модный. Конечно, его Галина Михайловна баловала. Галина Михайловна, кстати, является полинологом, одним из ученых группы Юрия Алексеевича Мочанова, Светланы Александровны. Вообще есть такая расхожая фраза: родители не выбирают. Тогда я точно могу сказать, мне крупно повезло по жизни. Мне достались умные, красивые и заботливые родители. Сегодня мы вспоминаем о моем отце, Дмитрия Дмитриевича Савинове. Я вспоминаю как дочь. Мои самые ранние детские ощущения, которые потом, с годами, они переросли в твердую уверенность, в аксиому. Мой отец не такой, как все. Он уникален. С одной стороны, он был очень ярким, шумным, всегда был в центре любой компании. И я его знала совсем другим. Он был человеком, уходил в свой внутренний мир, погружался в мир науки, абсолютно абстрагировался от внешнего мира. И в эти минуты он, конечно, был так далек от меня, что иногда мне было, как ребенку, тяжеловато понимать, что он совершенно принадлежит не только нам, не только семье. Потом он отходил, находил для нас время. Это, конечно, для нас с братом это был праздник, потому что он был очень веселым человеком. Он входил полностью в детские игры, и это был наш мир с папой. Мы играли в настольные игры, мы очень рано встали на лыжи. А летом мы занимались плаванием. Он учил, всему этому научил. И несмотря на то, что я была девочка, я была бойкая девочка. Он научил меня метать ножи,
точить ножи. Ну, таким даже не девчачьим качеством. И защищать себя. Тоже он меня научил. Все знают, Дмитрий Дмитриевич Савинов – это яркий представитель плеяды наших известных российских, советских ученых, чье имя и труды знает не только общественность нашей республики, но и научное сообщество России, бывшего Советского Союза и зарубежных стран. Впервые с Дмитрием Дмитриевичем мы встретились более 40 лет назад. Это в начале 80-х годов, когда я поступил на работу в Институт биологии Якутского филиала Сибирского отделения Академии СССР. Как вчера я помню, как Дмитрий Дмитриевич зашел стремительной походкой в нашу лабораторию. Это было весной 1983 года, после длительного отпуска, где он пробыл после успешной защиты своей докторской диссертации. С тех пор с того момента наша совместная работа, наши акты, с того момента, когда он вскоре меня принял в аспирантуру, стал моим научным руководителем. С тех пор мы всегда были вместе. И когда он последний раз появился после длительного отсутствия, уже болел, когда последний раз он появился и уходил, я ему сказала вслед: Дмитрий Дмитриевич, возвращайтесь, будем чай пить. Он сказал: хорошо бы, но, к сожалению, этого не случилось. Дмитрий Дмитриевич основал школу экологов, уверенно передал свой институт своим ученикам. И Институт прикладной экологии Севера имени Дмитрия Дмитриевича Савинова является одним из институтов, которые сохранились из той группы институтов, которые были вырваны, можно сказать, из Академии наук, переданы в университет. Институт сохранился и развивается. И в этом тоже победа Дмитрия Дмитриевича. Если вкратце упомянуть, откуда родом наш учитель, известный ученый, академик, профессор Дмитрий Дмитриевич Савинов, то он родом из Тылыкинского наслега. Было такое селение Тылыки в Нюрбинском районе, Ленинском, по советское время называлось. Сейчас, к сожалению, этого селения нету. Родился он в 1932 году, в 29 марта, в многодетной семье Дмитрия Савинова. К сожалению, родители умерли рано, остались сиротой. 10, их было вместе родившихся 10 человек. Дмитрий Дмитриевич был самым младшим. И здесь такой примечательный момент нужно упомянуть, я считаю. Из этой семьи вышли очень известные в нашей республике люди, как сам Дмитрий Дмитриевич Савинов, как его братья, тоже заслуженные работники Российской Федерации, допустим, Дмитрий Иванович Савинов, бывший главный архитектор города Якутска, заслуженный архитектор Российской Федерации, Владимир Иванович Савинов, заслуженный работник лесного хозяйства Российской Федерации, Семен Егорович Мостахов, это наш многолетний учитель и руководитель всех географов Якутии, завкафедры географии Якутского госуниверситета, очень известный человек. Андрей Савич Савинов, завкафедры философии Северо-Восточного федерального университета, доктор философии. Вот такие целая династия ученых, известных людей подарила данная семья. Дмитрий Дмитриевич, конечно, это его детство прошло самые такие сложные, голодные годы Великой Отечественной войны. Он, естественно, как сирота, конечно, познал все тяготы военного времени. Поступив в начальные классы в Нюрбинском районе, оставшись без родителей, вынужден был переехать к своей сестре, родной сестре, в Верхнеуральский район. И он в Верхнеуральске закончил 7 классов в Верхнеуральской школе.
После 7 класса он переехал дальше, уже в центр, в город Якутск, и поступил учиться во вторую школу, знаменитую вторую школу города Якутска, и закончил вторую школу города Якутска и поступил в Томский государственный университет, биолого-почвенный факультет. Многие представители молодого поколения после послевоенных лет учились в центральных вузах. И поэтому Дмитрий Дмитриевич тоже блестяще учился в Томском государственном университете, закончил в 1958 году. И сразу же по приезду его приняли на работу в Институт биологии, как раз якутского филиала сибирского отделения. Поступил он как дипломированный почвовед, лаборатория почвоведения, который заведовал известный почвовед, советский почвовед Василий Георгиевич Зольников. Его первые научные исследования начались здесь, в пригороде города Якутска, от почвенного стационара ОИБЭС. Это возле... Наверное, лет в 10 первый раз я пришла домой, когда я сказала: папа, про меня девочки очень плохо говорят. Они вроде подружки. Он так обрадовался, захлопал в ладоши и сказал: запомни, дочь, говорят только об интересных людях. Ты вырастешь в интересного человека. Это тоже осталось. Он был жестким, но очень справедливым. Доставалось нам. Вот. Сколько я себя помню, я засыпала и просыпалась в детстве под стук печатной машинки. Вот. С 11 лет он уже взял меня в корректоры. Мы правили статьи, иногда до глубокой ночи, спорили с ним, потому что у него был такой стиль, очень интересные термины. Он меморировал с таким «ибо», «как бы». И мне это было как бы... Я в противовес ему говорила там свое мнение. Заканчивалось все иногда даже за полночь. Тогда наступал праздник. Папа жарил утку моих любимых черков или же ребятину. Делал он это отлично, и мы пировали с ним. Это тоже запомнится мне на всю жизнь. При этом, конечно, дети почвоведа – это особая порода. Летом мы выезжали не на море. Мы ни разу с отцом не съездили ни в какие-то там, я уж не говорю про заморские страны, на море. Там я только слышала от подруг такие слова, как Сочи, Геленджик, Адлер. Нет, мы были дети почвоведа и вели полевую жизнь. Мне знакомы наши длительные маршруты. Для детей, может быть, для других это были длительные, но и они привили нам терпение, усидчивость, потому что маршруты были по 3-4 раза в день. Мы измеряли и записывали температуру почвы. Мы ручным буром собирали почву, раскладывали ее в льняные такие матерчатые мешочки и обозначали дату. Это все была рутинная полевая жизнь. Но при этом он всегда находил место для того, чтобы мы ценили природу якутскую. У меня в памяти на всю жизнь останутся эти огромные огненные поля лилий, саранок, фиолетовые моря ирисов. Неожиданно среди темного леса он говорил: закройте глаза, и резко выводил нас с братом на лесные поляны земляники. Но это было, это тоже прививало и чувство красоты, эмоций. А насчет красоты отец мой был большим стилягой. Дедушка Дмитрий Дмитриевич Савинов, как его знали люди, коллеги, друзья. Для меня, конечно, он всегда был дедушкой. Я знаю, что во многих семьях уважение проявляется по имени-отчеству, называть родных людей, но он любил, когда мы просто с братом родным моим Николаем называли просто дедушка. Мы часто говорили деда. И в итоге правнук, кстати, Димочка, это
сын моего брата, он, видимо, слышал, как мы называли деда, и он еще не выговаривал полностью слова, и он говорил «дида». И дедушку это так радовало, он с правнуками провел очень много времени. Он такой человек, который... Я очень часто слышал, что он был жестким, но я, наверное, застал то время, когда он смягчился или достиг каких-то вот пониманий жизни, философского характера, что семья – это очень важно, и, может быть, лично вот мое субъективное мнение, об этом мы с ним не говорили, что, наверное, он хотел компенсировать время, не проведенное в семье, потому что он постоянно был в разъездах, он всю жизнь потратил на науку. Для него работа – это была вторая семья. О коллективе он говорил практически как о своей семье второй, он очень много времени проводил. И он, наверное, вот в какой-то мере компенсировал в своих правнуках, ну, естественно, в нас с Николаем, внуках своих. Он старался максимально всегда быть наставником, советником от вопросов, касающихся работы, учебы, даже школьной учебы. Он не раз ходил в школу и всегда интересовался, как мы учимся. Если, не дай бог, плохо учишься, либо что-то нахулиганишь, дедушка всегда приходил, всегда расставлял все точки. Он не мог позволить себе, чтобы какая-то ситуация, где нужен воспитательный именно от него какой-то совет, либо участие, чтобы это все мимо него прошло. Он всегда участвовал в нашей жизни. И всю жизнь он занимался именно вот как раз изучением температурного режима, водного режима мерзлотных почв, агрофизических свойств мерзлотных почв. Вот это стало вот направлением его основной научной деятельности, как почвоведа. В том же году в Иркутском государственном университете имени Жданова Дмитрий Дмитриевич успешно защитил кандидатскую диссертацию по водному режиму лугово-терноземных почв долины Туймада. Далее он продолжил свои вот такие стационарные режимные наблюдения за климатом почв уже в составе лесного стационара Юго-Западной Якутии. В 70-е годы по приглашению уже по инициативе руководства Якутского научно-исследовательского института сельскохозяйства уже группа почвоведов Института биологии работала уже на территории речки Кенкеме. Вот они как раз работали по исследованиям обработки почвы, именно как раз сельхознаправления. Это было и поверхностное излучение, распашка и прочее. Вот эти они Калачинские тундры, это возле поселка Покотск. Есть такой поселок, сами знаете, это на территории Нижеколымского района. Вот там как раз располагался тоже многолетний стационар Института биологии. Вот, он занялся именно как раз изучением климата уже тундровых почв. В начале 80-х годов был создан уже научно-производственный стационар уже в Амгинском районе. Это на территории совхоза имени Ивана Яковлевича Строда. Вот уже к этому моменту мы появились, и в составе уже нескольких крупных институтов Якутии, это Институт биологии, Институт научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Институт физико-технических проблем Севера, Сибирский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, Институт мерзлотоведения. Вот как раз вот эти институты все мы работали именно на полях, вот как раз совхоза имени Строда на берегу реки Амга, именно изучение изменений гидротермического режима и агрофизических свойств почв долины реки Амга при различных режимах орошения и обработки. Это уже пахотные почвы. Результаты его многолетних исследований мерзлотных почв различных природных зон и подзон нашей республики стала вот как раз его защита, успешная защита докторской диссертации
И параллельно он защитил свою докторскую диссертацию в Новосибирске институте почвоведения и агрохимии. И в те же годы как раз вот был выпущен годами чуть-чуть раньше вот как раз его известная книга «Гидротермический режим почв в зоне многолетней мерзлоты». Вот эта книга сейчас очень редкая книга, вот, классическая фундаментальная работа. В далеком 1963 году отец съездил на Кубу. Вернулся оттуда с большим багажом. В багаже были какие-то диковинные рубашки, гавайки, с пальмами, с попугаями, цветами. И папа первый в городе вел моду вот именно на эти рубашки. Он был в этой рубашке, у него были какие-то брюки необыкновенные на штрипках, узкие ботинки, стиляга, шестидесятники. И компания его была очень интересная. Это были молодые, развитые, интеллектуально развитые люди, поэты, художники. Со многими из них он пронес дружбу. Ну вот на всю жизнь сохранил эту дружбу. Они читали стихи, ели, пили, танцевали до упаду. Отец очень много ездил, с молодости начал ездить за рубеж. Он объездил практически всю Европу, как турист, и потом уже больше по работе. Был в Америке, Россию всю исказили себе. Но при этом родная Якутия для него была прекрасней, самым прекрасным местом на земле. Тундра, крайний север, Аласы. Это все было местом, где он заряжался энергией. На физическом и на духовном уровне. Это абсолютно точно. Лучший пейзаж в его жизни – это Алас. Он любил даже делать фотографии. Он был прекрасным фотографом. Поэтому у меня есть очень много, сохранилось детских фотографий, благодаря отцу. Один и тот же пейзаж он мог зафиксировать в летнее время, в осеннее, в зимнее и весеннее. И он любовался каждым временем года. Якутия, наверное, это один из больших патриотов своей родины. И это не просто пустые слова, а он действительно был патриотом своей родины, своей любимой Якутии. Он обожал свою работу. Он считал себя очень счастливым человеком. Он все время говорил, насколько я счастлив, я занимаюсь любимым делом, и я за это мне еще и приплачивают. И платят хорошо. Это было его одной из самых любимых шуток. Это был мой отец. Для меня он был любимым, прекрасным папой. Все это позволяет констатировать, что в 80-е годы уже Дмитрием Дмитриевичем были заложены как раз теоретические и прикладные основы нового научного направления климата мерзлотных почв крилитозоны, Якутии, скажем, да. В 1989 году Дмитрий Дмитриевич по конкурсу перешел работать из Института биологии президиум якутского филиала Академии наук в отдел, руководить отделом охраны природы. С этого момента начинается как раз его второе направление, второй этап его жизненного пути и научного пути получается. В 90-м году мы следом за своим заведующим перешли тоже отдел охраны природы. Как раз вы помните, что в эти годы начались именно как раз крупные такие, как раз годы перестройки были, поэтому начались именно как раз вопросы начали поднимать по экологии бассейна реки Вилюй, тогда общественные объединения, общественные выступления очень учились именно как раз с деградацией окружающей среды и состояния здоровья местного населения. Это вопрос очень сильно поднимается тогда. В 1989 году, будучи заместителем, параллельно он занимал должность заместителя председателя президиума якутского филиала, тогда был председателем
президиума был Герман Филиппович Крымский. Тогда он был член-корреспондент Академии наук. И вот тогда вот под руководством Германа Филипповича и его заместителей Дмитрия Дмитриевича Савинова, Никиты Гавриловича Соломонова была как бы организована вот эта впервые вот такая большая комплексная экологическая экспедиция на бассейн реки Вилюй. И в 1993 году, 3 февраля, был создан наш институт прикладной экологии Севера, Сибирское отделение Российской академии наук. Дмитрий Ильич постоянно всегда вспоминал о том, что ему очень помог в этом тогдашний председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик Валентин Афанасьевич Коптюк. Вот. При его поддержке был создан наш институт, и в том же году была создана по инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева Академия наук Республики Саха-Якутия, и в числе 6 научных учреждений наш институт был передан из состава Сибирского отделения в состав Академии наук Республики Саха-Якутия. Вот с того момента у нас началась работа, 15-летняя деятельность в составе нашей академии. То есть мы стояли у истоков создания нашей академии, и вот в течение первых 15 лет мы работали вот как раз в составе нашей академики. Работаем именно в течение вот этих многих лет по крупным бассейнам рек, как река Лена, река Алдан, река Вилюй, река Анабар и вот река Яна. В последние годы мы там работаем в бассейне реки Яна по исследованием проблем накопленного экологического ущерба. Вот в прошлом году мы как раз отчитались в Академии наук. Итогом стало вот как раз несколько монографий мы выпустили и рекомендация о создании праздника Верхнеамгинский. Как раз в тот период указом Михаила Ефимовича был указ о создании сети особо охраняемых природных территорий, опыта. Это вот по методологии, которую как бы изначально заложил Дмитрий Дмитриевич, мы и до сих пор как бы продолжаем эти исследования. В научной школе как бы, да, создание, он является как бы руководителем научной школы профессора Дмитрия Дмитриевича Савинова. У него очень много кандидатов, учеников кандидатов, ну и докторов наук, целая школа, научная школа. И в нашем институте прикладной экологии Севера в свое время он создал диссертационный совет. В Якутском государственном университете с первых лет научной деятельности Дмитрий Дмитриевич вел как раз преподаватель деятельность на кафедре географии. Очень много лет он работал, его ученики сейчас в данное время известные ученые, географы. В свое время он создавал, принимал участие в создании лабораторий кафедр экологии, кафедры общей биологии. Он является профессором Якутского государственного университета, тогда в свое время был. Вот. Поэтому вот по преподавательской, по воспитанию кадрового потенциала республики он имеет тоже очень большие заслуги. Очень активно занимался популяризацией науки именно как раз среди населения, среди общественности. Очень много выпустил, написал книги про известных наших ученых. Личностные качества Дмитрия Дмитриевича в течение вот этих долгих 40 лет я прекрасно знаю. О нем можно сказать, рассказывать бесконечно. О нем говорить одновременно и легко, потому что я его многие годы знал, очень близко, его семью очень близко знал. Но и одновременно сложно, потому что у него очень многогранная, большая жизнь была, большого ученого. Дмитрий Ильич как человек, в первую очередь, это очень внимательный, очень корректный был человек своим ученикам, своим близким, своим друзьям и товарищам и коллегам. Все сотрудники нашего института до сих пор помнят как нашего лидера, как нашего учителя. Многие вот его воспитанники до сих пор работают в нашем институте, в других институтах научных учреждений нашей республики. Это человек-патриот своей республики.
Он в отстаивании интересов нашей республики, особенно в вопросах экологии, охраны окружающей среды, он не останавливается ни перед чем. Свои именно как раз принципиальные точки зрения он всегда отстаивал, невзирая, допустим, на какие-то препоны и прочее. Ну, и иногда, допустим, некоторым это не нравилось, его напориться именно в этих делах, но он человек был очень принципиальный, поэтому из своих этих убеждений он никогда как бы не отходил. Это его лучшее качество, я считаю, как человеческое и как специалиста-эколога. Академик Академии наук нашей республики, доктор биологических наук, профессор Дмитрий Дмитриевич Савинов. Блестящий ученый и прекрасный человек. Не просто он был наставником. Он, наверное, для меня был в какой-то степени и отцом. Понятное дело, что это условность такая. Ну, вот лично я его таким помню, я его таким человеком воспринимаю, потому что я к нему приходил советоваться и по вопросам личного характера. Я с ним мог обсуждать какие-то мужские вещи, которые мужчины в принципе не обсуждают, кроме как с отцом. И я всегда к нему мог с этим обратиться и получал правильную критику, как нужно действовать в тех или иных ситуациях. Поэтому все-таки у меня воспоминания о нем практически как об отце. Ну, успел я с ним и поработать еще со студенчества, с первого курса. Это постоянные разъезды. Как мама шутит, что дедушка шутил вот при ней, называя нас рюкзаконосителями. На самом деле это была у него такая очень шутка. Она действительно смешно звучала. И я таким человеком был в экспедиции с этим рюкзаком. Но могу заметить, что рюкзак был на самом деле не такой тяжелый, потому что дедушка был опытным полевиком. У него был минимальный, нужный набор, ничего лишнего. То есть это человек, который на природе провел, наверное, больше времени, чем в городе, если так разобраться, по большому счету. Поэтому рюкзак был не тяжелый, но тем не менее было приятно этот рюкзак носить. Рюкзак, кстати, у него был, я так понимаю, на всю жизнь один, потому что этот рюкзак он штопал, зашивал. Бабушка заплатки ставила. Этот рюкзак до сих пор, кстати, есть. Это такой старый советский рюкзак, похожий на военный, как вещмешок такой. Он был 100 раз весь уже восстановленный. И вот до последней экспедиции он брал его с собой. Этот рюкзак очень хорошо помню. Он уже полностью выцвел, он не был уже цвета брезентового военного. Он был такой блекло такой, едва было заметно, что он был когда-то зеленым. То есть у дедушки вот была такая привязанность к каким-то родным вещам, не только к людям, к работе, к науке, но и даже вот в таких мелочах. Вот любимый рюкзак, могла быть любимая футболка, любимая рубашка, которую мама 10 лет назад ему отправила, а он эту рубашку, ее выкинуть надо. Нет. Он ее к бабушке несет, вот эта любимая рубашка, это Наташа, дочка подарила, заштопать. То есть вот такой он был человек, он привязывался к тому, что ему близко, и ценил это очень сильно. Сейчас я работаю в движении первых, это воспитательная организация, и пришел я к этому не сам на самом деле. Я закончил биологический, Северо-Восточный федеральный университет. Как дедушке казалось, как мне казалось, что это вот мой путь биолога, ученого, но не без его участия, а вернее при его прямом участии все-таки я пошел работать в школу. Он понимал, что у меня есть навыки, он видел эти навыки, которые больше применимы в школе. Так я стал учителем, проработал 10 лет учителем, а последние годы мы с ним постоянно говорили о роли науки среди молодежи и детей, о том, что науку поздно учить в университете. В университете нужно ее закреплять и развивать уже потенциал научный. А он постоянно говорил, что дети самый лучший возраст – это 6, 7, 8 класс, среднее звено, что тогда закладывается их будущий научный путь и научные познания, которые они смогут в будущем развить и стать действительно учеными, великими учеными, которые смогут изменить мир. И вот по сей день я стараюсь его советам следовать. В движении первых я занимаюсь именно
научные проекты, наука и технологии называется направление. Поэтому прошло столько лет, его с нами нет. Не проходит, наверное, ни дня, когда я не вспоминаю о нем. Когда видишь какие-то вещи, даже у меня есть до сих пор его вещи, которые они у меня в гардеробе висят. Иногда их просто щупаешь и чувствуешь эту связь. И постоянно вспоминаю, естественно, это все. Его жизнь, его советы. И вот до сих пор пытаюсь его советам следовать. И даже вот на моей работе спустя столько лет его с нами нет. Я стараюсь следовать его наставлениям. Не во всем получается, но хотелось бы быть достойным своего дедушки, Савинова Дмитрия Дмитриевича, и его ученикам. Я желаю, чтобы они продолжили тот путь, который он когда-то им показал, и помнили о нем, потому что человек живет с нами, пока мы его помним.